вопрос гражданства – это всегда исключительные полномочия суверенной страны. Это очень важно. Да? Вы очень точно сформулировали вопрос, спасибо, да? Сказали, граждане Абхазии лишены гражданства России. Да? Вот очень важно, что есть вещи в любом диалоге, которые обсуждаются вместе, которые являются предметом совместного ведения. А есть вещи, которые каждая суверенная страна решает самостоятельно. Вот вопрос гражданства – это вопрос исключительной суверенности. Да? Только Республика Абхазия принимает решение, кому дать гражданство Абхазии, только Республика Абхазия принимает решение, кого лишить гражданства Абхазии. Она никому ничего про это не должна объяснять. И каждый, кто скажет Абхазии, ну-ка объясни, почему ты это сделал, ну, в некотором смысле демонстрирует неуважение к ее суверенитету. Да? Ровно такая же история с Россией. Теперь, второе. Как у нас это устроено? На самом деле за последние несколько лет в России лишены гражданства более 3000 человек. Только 3 из них – это жители Абхазии. Я к тому, что это не какое-то уникальное решение, никакого эксклюзива. Да? 3000 человек, и только 3 из них жители Абхазии. Как это решение принимается? Основанием всегда является вопрос безопасности страны. Ну, знаете, что здесь важно? Гражданство и России, и Абхазии, вообще гражданство любой страны – это не туристическая виза. Когда ты приобретаешь гражданство России, ты не просто покупаешь или приобретаешь себе туристическую визу, позволяющую спокойно перемещаться. Это не социальная карта, которая позволяет. Да? Это набор взаимных ответственностей и обязательств. Государство берет на себя ответственность за человека, человек берет на себя ответственность за государство. И эти обязательства заключаются в том числе обеспечивать безопасность своей страны и гарантированно не наносить ущерб ее безопасности. Поэтому во всех этих 3000 случаях основанием является работа Федеральной службы безопасности. И, кстати, эти решения никогда не бывают мгновенными. То есть это всегда, то есть никого не лишают гражданства за одно слово или даже за 100 слов. Это всегда не за слова, а за поступки, за дела. Второе, это всегда длинная процедура. Она может идти несколько лет, она может идти год, но это длинная процедура, потому что Федеральная служба безопасности собирает материалы. И решение всегда принимает, решение о лишении гражданства принимает только президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин лично. Поэтому, знаете, когда в Абхазии появляется дискуссия, ну, а мы ее, конечно, видим и слышим, мы не можем это не видеть, да, что вообще надо разобраться, кто это пролоббировал или купил, значит, это решение в России. Ну, были же такие версии, что это какие-то злые люди в Абхазии, значит, они нашли каких-то нечестных... Без участия абхазских чиновников. Нашли каких-то нечестных людей в России, значит, и, значит, там, решили этот вопрос. Видите, в России это, вот, прошу меня понять правильно, в России это всегда будет восприниматься, ну, как минимум с удивлением, ну, в общем, как максимум с, ну, таким неодобрением, потому что, ну, для нас это будет означать, ну, как минимум недооценку степени зрелости политических решений, принимаемых в нашей стране. Ну, потому что это означает сомнение в профессионализме Федеральной службы безопасности, который вряд ли можно купить ее решение, значит, или сомнение в политической мудрости и беспристрастности президента Российской Федерации, который на основании этих материалов Федеральной службы безопасности принимает решения. Ну, согласитесь, что это, вот вы сказали, там, да, такая версия может звучать для меня оскорбительно. Да? Вот, вы знаете, для России такой взгляд звучит как минимум неуважительно, а как максимум оскорбительно. Да? Почему это происходит, я понимаю. То есть главный ответ такой: подобного рода решения принимаются исключительно соответствующими органами власти Российской Федерации и принимаются на основании только вопросов безопасности России и не за слова, а за дела. Почему эти решения, наверное, вот в эти годы последние их стало больше? У нас война идет. Я думаю, что абхазы нас поймут лучше, чем кто-либо другой. Вот пережили тяжелейшую войну. В условиях войны, знаете, какие-то вещи, которые в условиях мирного времени могут счесться, да, ну так, да, можно посмотреть сквозь пальцы. В условиях войны нельзя. У нас идет война, в том числе и информационная.
да, и она жесткая. И поэтому мы не можем допускать компромиссов в вопросах, которые связаны с рисками для безопасности нашей страны.